Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба, и в начале выпуска коротко о главных темах дня. Штраф за ненадлежащий вид. Внесены изменения в Кодекс об административных нарушениях. Теперь за появление в общественных местах в купальном костюме грозит наказание. Для качественного вещания в Ачамчирском районе обновлено оборудование телерадиопередающего центра. Путешествие с комфортом. Первая ласточка с пассажирами прибыла в Гагру. За появление в общественных местах в ненадлежащем виде придется платить штраф. Такое решение принято депутатами парламента на очередном заседании. Народные избранники утвердили отчеты об исполнении бюджетов 5 внебюджетных фондов и 3 новых профессиональных праздника. Какие еще вопросы рассматривались на сессии парламента, расскажет Гугуца Вардания. Депутаты внесли изменения в Кодекс об административных правонарушениях во втором и окончательном чтении. Речь идет о внешнем виде граждан. Теперь за появление на улицах, скверах и парках в ненадлежащем виде грозит штраф 6 тысяч рублей. Чтобы в городах успели подготовить предупреждающие информационные стенды, закон вступит в силу с 1 августа. Наличие большого количества туристов существенно пополняет наш бюджет. Однако нельзя забывать и о нашем национальном менталитете, о воспитании молодежи в духе Апсора, отметил депутат Дауд Хутаба. То есть очень многие люди жалуются на то, что в летнее время, естественно, многие наши гости, хотя иногда это касается не только наших гостей, но и наших сограждан с вами, ходят в городе в неподобающем виде, в общественных местах. Речь идет прежде всего, конечно, о купальных костюмах, о голом торсе. Очень часто это в обществе воспринимается... практически всегда это воспринимается в качестве неверного поведения, но очень часто радикально. Парламент принял в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон о международных договорах Республики Абхазия. Согласно изменениям, Народное собрание будет получать информацию о договорах во время их разработки. Это, по мнению парламентариев, очень важно, чтобы избежать правовых разногласий. Законопроект нуждается в доработке, отметили на сессии. Очень часто сами по себе акты, договоры претерпевают большое количество изменений. Да? То есть вот на какой стадии этих изменений надо представлять информацию парламенту. Все это остается за рамками. Единственное, что могу на данном этапе вам предложить, с учетом того, что есть инициатива принятия такого решения, может быть, мы в первом чтении, да, вот вы там в первом чтении примете в работу, а во втором чтении мы уже подготовим наши предложения, посмотрим, как это можно будет уточнить, в том числе, чтобы не сбить так называемый баланс системы сдержек и противовесов. Также в первом чтении принят таможенный кодекс Абхазии. В рамках гармонизации законодательств России и Абхазии в создании документа участвовали российские специалисты. В кодексе 10 разделов, 65 глав и 488 статей. В нем отражены правила пересечения товаров через границу, их декларирование, а также порядок совершения таможенных операций. Предыдущий таможенный кодекс составлен еще в 90-х годах. Это действительно очень объемный документ, и впервые в истории нашей страны. Предыдущий документ был в 90-х годах. Значит, я тоже, ваш покорный слуга, принимал участие в его создании, но время идет вперед, время меняется, и поэтому, значит, принятие этого кодекса обеспечит гармонизацию нашего законодательства с правом Евразийского экономического союза, а в части неурегулированной, значит, с законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, создаст правовые предпосылки для дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности. Предлагается к принятию существенный, серьезный, кодифицированный нормативно-правовой акт, включающий в себя существенные изменения сегодняшних существующих условий администрирования. Была проделана колоссальная работа двустороннего характера вместе с российскими коллегами и партнерами. Работа проходила как в режиме личных встреч, так и механизмами дистанционного онлайн-общения. Значит, акт прошел процедуры согласования в органах власти Республики Абхазия. Могу сказать, что, безусловно, есть еще определенные вопросы, которые необходимо будет согласовать вместе с вами, с депутатами, с профильным комитетом и с депутатами в целом. Работа предстоит непростая, сложная, но наша просьба заключается в том, чтобы в первом чтении взять проект в работу. В первом чтении парламентарии приняли и законопроект о внесении изменений в закон о статистической деятельности.
Предлагаемые изменения касаются определения условий предоставления предприятиями, организациями и индивидуальными предпринимателями бухгалтерской и статистической отчетности и иных необходимых для проведения государственных статистических наблюдений данных. У нас как бы не секрет то, что статистические данные у нас разнятся по разным органам госуправления. Есть одни статистические данные, допустим, в том же, да, вот, например, в Министерстве по налогам, есть в Минздраве, туризм. И есть необходимость, чтобы статистические данные собирались в одном месте, в специально уполномоченном, да, органе госуправления в области статистики, и чтобы мы, наша страна, при принятии каких-то определенных решений, высшие органы исполнительной власти, руководствовались именно данными органа госуправления в области статистики. Парламент утвердил отчеты об исполнении бюджетов 5 внебюджетных фондов Абхазии за 2022 год. Это фонды инвалидов Отечественной войны, народа Абхазии, обязательного медицинского страхования, пенсионный, социального страхования и охраны труда, а также дорожный фонд. Депутаты парламента внесли изменения в закон о праздничных и памятных днях. В стране стало на 3 профессиональных праздника больше. 17 марта в республике будут отмечать День дипломатической службы, 10 июня – День работника статистики, 4 июля – День спасателя. Парламент продлил срок действия полномочий центральных или территориальных органов внутренних дел по выдаче абхазских паспортов и разрешений на временное проживание для иностранцев до 31 декабря 2023 года. Депутаты рассмотрели ряд вопросов, которые касались перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию населенных пунктов. Три вопроса были сняты с повестки дня. Они касались внесения изменений в закон об НДС, перечня товаров, освобожденных от налогообложения, и создания депутатской комиссии по контролю за расходованием средств, выделенных в этом году Министерству обороны. Гугут Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Из республиканского бюджета резервных фондов президента и правительства на текущий момент финансируются работы на общую сметную стоимость почти 280 миллионов рублей. Уже профинансировано более 175 миллионов рублей. Об этом доложил премьер-министру Александру Анкваб начальник УКС Тимур Агрова. Работы ведутся на объектах социально-культурного и инфраструктурного значения по поручению президента Аслана Бжания. Так, по распоряжению президента ведутся русловыпрямительные работы в пойме реки Кадор, восстанавливается мост через реку Алзга в селе Пакуач, идет ремонт кровли жилого дома по улице Горького в Ткварчале. Ремонтно-восстановительные работы в Сухумском пантеоне практически завершены. Из резервного фонда правительства финансируется более 13 объектов на общую сметную стоимость более 86 миллионов рублей. Это дом-музей Нестора Лакоба в Сухуме, ремонт кровли жилого дома в Ткварчале, реконструкция кровли здания Сухумского городского суда, ремонт объектов на КПП ПСУ, капитальный ремонт детского сада в Пицунде, в том числе сети внешнего электроснабжения, капитальный ремонт кровли здания Генпрокуратуры, ремонтные работы в студии АГТРК. По данным УКСа, из республиканского бюджета финансируется более 7 объектов на общую сметную стоимость выше 137 миллионов рублей. Премьер-министр подчеркнул важность своевременной сдачи объектов и завершения финансирования тех проектов, которые практически готовы к эксплуатации. Межведомственной исполнительно-распорядительной комиссии по реализации государственной целевой программы «Жилище 2023-2025» одобрено 10 заявлений граждан, которые были включены в реестр по предоставлению финансовой помощи для приобретения жилплощади. Общая сумма расходов по обеспечению принятых решений составила 9 миллионов 100 тысяч рублей. По решению комиссии 15 заявителям было отказано в регистрации на участие в данной программе. Тело Адгура Бгел, 1987 года рождения, обнаружено утром 8 июня в нижнем течении реки Бзыб у села Калдахара Гудаутского района. Поиски пропавшего сотрудника МЧС вели 5 суток. Вместе со спасателями пропавшего искали его родственники. Его автомобиль обнаружили в воскресенье в Рицинском ущелье в районе слияния рек Бзыб и Гега. Машину, вылетевшую с проезжей части, нашли в русле реки.
Международный скоростной электропоезд «Ласточка» совершил первый рейс с пассажирами из Сочи в Гагру. В городе-курорте «Ласточку» встретили торжественно, национальными танцами и угощениями. Среди встречающих представители Минтуризма Абхазии, Абхазской железной дороги, РЖД и, конечно же, наша съемочная группа. Репортаж Рады Чачава. Долгожданную первую «Ласточку» на станции в Гагре встречали торжественно. Праздничным концертом для прибывших, различными угощениями и абхазским вином. На мероприятии присутствовали заместитель министра экономики Абхазии Теймурас Миквабия, помощник генерального директора АЖД Актай Хазириши, главный инженер АЖД Леонид Куруа и представители РЖД. Перед тем, как приступить к ежедневной перевозке пассажиров, как отметил Теймурас Миквабия, АЖД были проведены тестовые рейсы и учтены все замечания специалистов. А рейсы «Ласточки» в республику стали возможными благодаря договоренности с руководством российских железных дорог. Приезду сегодняшнего поезда предшествовала работа на протяжении 1 года в тесной связи с Минтрансом России, с РЖД. Мы и Абхазская железная дорога договаривались о том, когда можно будет восстановить хождение электропоездов. На протяжении последних 30 дней было 2 пробных заезда. Поезд приходил без пассажиров для того, чтобы проверить всю нашу инфраструктуру. Состояние инфраструктуры было оценено как хорошее. Международный скоростной электропоезд «Ласточка» будет курсировать ежедневно с несколькими промежуточными остановками. Комфортабельный, вместительный и быстрый поезд, по мнению Теймураза Микваби, определенно придется по душе и жителям, и гостям Абхазии. Но так как это первый поезд, еще не успели предоставить информацию в необходимом объеме. В ближайшее время мы ожидаем, что он будет заполнен до 80, а то и 90%. На текущий момент там 360 пассажирских мест. До 2019 года загруженность этого поезда достигала иногда 90-95%. Так что у нас очень большие надежды на этот поезд, что для многих людей пересекать государственную границу в поезде комфортабельном, где есть кондиционирование воздуха и прочие условия, будет намного удобнее и проще, нежели переходить границу пешком. Чтобы запустить «Ласточку», необходимы были масштабные работы по всему пути Сочи-Гагра. Как рассказал помощник генерального директора Абхазской железной дороги Актай Хазириши, вся инфраструктура была подготовлена в строгом соответствии со сроками. Как известно, этот электропоезд, он «Ласточка» инновационный, высокотехнологичный. Высокие требования технические предъявляются к инфраструктуре, где он курсирует. И нами были восстановлены цепи электрические, стыковые, межрельсовые. Была проведена работа по тяговым подстанциям определенная. Была проведена масштабная работа по очистке габарита. Планируется ли запустить «Ласточку» до столицы? По словам Актая Хазириши, такие планы, безусловно, есть. И работа в данном направлении ведется уже сейчас. В беседе с заместителем генерального директора ОАО РЖД господином Пеговым, который курирует пассажирское направление в РЖД, мы общались на эту тему и поставили вопрос таким образом, чтобы следующий этап это было продление курсирования полигона до станции Сухум. В этом направлении мы уже проводим некоторые мероприятия. Заключили договор с дирекцией энергоснабжения Северокавказской железной дороги. Должна приехать бригада монтеров, квалифицированных электромонтеров. Они должны пройти всю эту дистанцию от Псоу до Сухум по ремонту контактной сети. На первом рейсе «Ласточки» прибыло 60 гостей республики. Путешествие на поезде их очень порадовало. Очень чисто, внутри прохладно, температура прям достаточно комфортная. На «Ласточке», в принципе, я первый раз ехала, так и первый раз сюда. Было очень комфортно. То есть удобные сиденья, то есть, температура в вагоне прохладная, то есть не жарко и не холодно. То есть все было комфортно, все очень понравилось. То есть достаточно быстро мы приехали. То есть не успели очнуться, а мы уже здесь. Время «Ласточки» в пути около 3 часов. Билеты на электропоезд можно купить в ЖД-кассах дальнего следования. Там же можно ознакомиться с ценами на билеты и расписанием рейсов. Рада Чачава, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.
8 июня отмечает день рождения секретарь Общественной палаты, председатель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость», кавалер ордена Ахтзапша II и 3 степени Гули Кичба. С днем рождения Гули Кичба поздравил президент Аслан Бжаня. Ваш жизненный путь является свидетельством высокого патриотизма и любви к родине и к своему народу. А ваше активное участие во всех значимых для народа Абхазии событиях способствует укреплению взаимопонимания и взаимного доверия в обществе, говорится в поздравлении главы государства. Аслан Бжаня пожелал Гули Кичба крепкого здоровья, благополучия, успехов в деятельности во благо народа Абхазии. Министр просвещения Абхазии Инал Габлия принял участие в международном форуме министров образования «Формируя будущее» в Казани, сообщает пресс-служба ведомства. В мероприятии принимают участие делегации из более чем 20 стран, как ближнего, так и дальнего зарубежья. В их числе министры из Беларуси, Киргизии, Сирии, Конго, Египта, Венесуэлы. В рамках форума участники обсудят роль образования в развитии экономики, доступность качественного образования, работу с детьми с ОВС и с молодежью, детский отдых, обучение русскому языку за рубежом. Оборудование телерадиопередающего центра Чимчирского района обновлено. Теперь качество вещания намного улучшилось. Какие работы проведены и что теперь могут смотреть жители района, расскажет Алик Атрапш. Много лет телерадиопередающий центр Ачимчирского района располагался в самом высотном здании в Ачимчире. Со временем оборудование центра устарело, и говорить о высоком качестве вещания не приходилось. После восстановления здания курортно-оздоровительного комплекса «Черноморская жемчужина», благодаря договоренности администрации района и дирекции объекта, оборудование телерадиопередающего центра было перенесено в другое крыло здания. В связи с восстановлением этого объекта возникла задача по переносу. Значит, наше оборудование было на той стороне этого корпуса. Значит, в ближайший короткий период нужно было демонтировать все оборудование, перевести вот на это крыло, это кабеля, вся эта техника, передатчики. Это нужно было профессионально в короткие сроки, с учетом того, чтобы не создать неудобства для населения Ачимчирского района. Все руководство Госсвязи, Абхазсвязи выражаем благодарность главе Ачимчирского района, который с пониманием, профессионально, ответственно подошел к этой задаче, к инвесторам, которые приняли эту позицию, что нельзя было население оставлять без вещания. Очень успешно, быстро, все профессионально было осуществлено. В кратчайшие сроки вся техника телерадиопередающего центра Ачимчирского района была переведена в новое помещение. Более того, частично было обновлено и оборудование. Затем провели необходимые профилактические работы. Телецентр проходил тестирование в течение 2 месяцев. В данный момент, которые рабочие считаются, оно подверглось такой вот глобальной профилактике, так как забито песком, штукатуркой. Вытянули, все-таки думали, не получится ничего, но довели до рабочего состояния. Все заводские рекомендации мы получили. Правда, не в полном объеме работает у нас объект. Он получился как полугибридный, будем говорить. У нас и цифра отсюда вещание ведет, пакет работает. И наш аналог пока еще в данный момент существует. Мощности немножко занижены, так как у нас питания не хватает. Мы на одной фазе сидим в данный момент. Как будем подключены в общий комплекс, наверное, 2 передатчика мы еще запустим телевизионных. Умощним вещание АГТРК, будет покрыта большая часть Ачимчирского района, а может даже и за пределы. В настоящее время телерадиопередающий центр Ачимчирского района вещает каналы АГТРК, Россия-1, Абхазское радио и цифровые каналы в полном объеме. По словам специалистов, качество вещания улучшилось. Телерадиопередающий центр стабильно вещает в Ачимчирском и частично в Тхорчалском районах. Алька Трапш, Аляс Курсая, Анатолий Малания, Абхазское телевидение. В этом году датой празднования Дня города Сухум станет 8 июля. Мэр столицы Беслан Эшба побывал на месте проведения ремонтно-восстановительных работ на набережной, где должны пройти основные торжества. Подробнее в материале пресс-службы администрации города.
Визитная карточка набережной Сухума – колоннада, в центре которой арка, служащая проходом к морю и знаменитому кафе, которое обыватели и гости столицы называют Брехаловкой. Периодически арка обновляется. Собираются это сделать и сейчас, ко Дню города. Глава Сухума Беслан Эшба проинспектировал ремонтные работы. Дню города это, в принципе, мы хотим успеть на самом деле привести нашу любимую Брехаловку в порядок. Это плановое мероприятие, оно было запланировано еще в прошлом году. Необходим косметический ремонт арки. Вот. Кстати, в этом году ей 75 лет. Поэтому одно из главных мероприятий, не буду забегать вперед, будет проходить вот здесь. Хотим привести в порядок, прям чтобы это было очень красиво. Я думаю, что нашим жителям и гостям столицы понравится. На набережной также продолжаются ремонтно-восстановительные работы, запланированные столичной администрацией в преддверии 30-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии. На участке от кафе «Амра» до памятника Махаджирам будут обновлены бетонные фонарные столбы, подведены новые кабели освещения под ними и заменят нефункционирующие фонари. Приведут в порядок тумбы, их покрасят, а каменные парапеты почистят. Как рассказал директор муниципального учреждения «Горстройпроект» администрации Сухума Астамур Пипия, уже завершили прокладку электрического кабеля под плафонами. Ко Дню города планируем дойти до Брехаловки. А ускориться мы не можем никак? Постараемся ускориться. В данный момент затрудняет нас само состояние этих столбов. Очень много столбов кривых. Завтра приезжает машина, будут равнять по факту на месте, выставлять их в один ряд. На данный момент кабель полностью центральный весь был заменен. Кабеля, которые проходят по столбу, тоже заменены. Остается, в конце уже будут только устанавливать и подключать сам кабель. Что касается крышек самой части, где кабельное хозяйство, все это закрывается. Крышек имеется в виду вот отсюда, торцовые крыши, которые там тоже уже опыт есть, правильно? Да. Изготовлено на сегодняшний день 15 штук. У нас реконструкция будет, вот начиная от Амры, вторую часть, вплоть до памятника Махаджира, правильно? Да. Вместе до памятника. Со столбами, с бордюрами. Да, там восстанавливаем один столб, полностью того, которого еще уже нету. Вообще, вместе с тумбой и сам стол, правильно? Сам делаем стол. новый, да, там, где он новое. стоял. Мэр поручил Горстройпроекту ускориться, расширить бригады и привлечь больше рабочих, чтобы в промежутке от Амры до Абхазского драмтеатра ко Дню города успеть подключить плафоны. Хотя бы до драмтеатра включительно, да, если брать параллель, то надо успеть до Дня города 8 числа. Надо добавить тогда бригады или людей. Да. Надо как-нибудь ускориться. До Брехаловки не получится, потому что... Задача весна, будем стараться. Надо добавлять людей. Астамур Пипия также сообщил, что демонтированный мост через речку Сухумка в течение недели будет возвращен на место. Вот там на этой полянке будет одно из мероприятий в День города. Поэтому нам нужно обязательно, что вот эту часть сделать. По мосту укрепительные работы проводятся в цеху. Я думаю, в течение недели мы его вернем на место. В дальнейшем собираются благоустроить и расширить зону отдыха на набережной у моря, соединенную прогулочным мостиком через речку Сухумка. Амра Амичева, Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. 9 июня в 17 часов в Центральном выставочном зале открывается новая выставка «Пленительный край». На выставке будут представлены произведения живописи и графики русских художников в Абхазии первой и второй половины 20 века. Работы представлены из собрания Национальной картинной галереи и частных коллекций. Мероприятие проходит при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского дома соотечественника и его филиала Дома Москвы в Сухуме. 9 июня большая часть Сухума останется без воды. Как сообщает столичный водоканал, с полуночи до 21 часа из-за ремонтных работ воды не будет в новом районе Старом поселке, на улицах Эшба, Адыгейская и Дзидзария, в Виеме, Вокзале, Рынке, Маяке, а также в центральной и Нагорной части города. И в завершении выпуска традиционно о погоде.
По сообщению Гидрометцентра, в пятницу 9 июня на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, туман. Температура воздуха ночью плюс 16-21, днем 25-30 тепла. Температура морской воды плюс 20. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь, а абхазское телевидение продолжает свою работу.